Свежий воздух и натуральные декорации. Послушать лекцию в такой атмосфере не только интересно и полезно, но и незабываемо. Послушать о важности сохранения исторического облика и работе по подсветке пришли небезразличные люди. На примере набережной Нижнего Новгорода собравшимся рассказали о том, как можно и нужно приукрасить архитектурные объекты того или иного города. Нижневолжская набережная. Если кто был, если кто не был, приглашаю в Нижний Новгород. Это центр притяжения, как у вас. Туристы, сами жители города гуляют. И когда мы сделали освещение фасада, в том числе там 12 памятников объектов культурного наследия, тоже это определенная работа, которая не просто, ой, я хочу, вот это красивое здание хочется подсветить. Нет, был осуществлен подбор зданий. Собственниками помещений этих зданий, а это разные и частные лица, и государственные органы, и муниципальные органы, были проведены мероприятия согласования, да, каким образом будут подсвещаться эти фасады. Сегодня у нас пока такая знакомительная встреча. Мы планируем провести еще ряд мероприятий, лекций, презентаций, где визуально продемонстрируем, какие объекты мы уже подсветили в Нижнем Новгороде, какие объекты планируем подсветить в городе Сухум. Как подсветить здание так, чтобы оно выглядело не пятном, а подчеркивало бы красоту объектов? Вот о чем шла речь на открытой лекции. Архитектурно-художественная и светодинамическая подсветка – важный элемент в оформлении города. Некоторыми особыми секретами делились на месте. И дело в том, что мы приехали с вами поделиться опытом, который имеет наш город. Началось это еще с дней празднования 800-летия, когда мы осуществляли архитектурно-художественную подсветку наших объектов, исторических зданий, в том числе делали благоустройство. И в наших побратимских отношениях это важно – поделиться опытом и показать, как можно достопримечательности подсветить, в красивом свете представить. Далее гостям провели экскурсию по территории Сухумской крепости. Им показали и рассказали о местных артефактах и об истории рождения современного Сухума. И экскурсия замечательная, и всегда было интересно, что же здесь находится. И то, что наконец-то мы имеем возможность посетить, посмотреть и как-то прикоснуться к истории, огромной истории Абхазии, это прям замечательно. Пришла, прочитала в телеграм-канале и пришла вот на это мероприятие. И осталась очень довольна и очень познавательно. И девочка-экскурсовод рассказывала очень доходчиво, очень гостеприимно, я бы даже сказала. Так что хочется еще приходить сюда не раз и смотреть все еще экспозиции несколько раз. В рамках экопроекта между побратимами городами Сухум и Нижний Новгород рассматриваются исторические объекты для дальнейшей архитектурной подсветки. Среди них здание администрации Сухума, замок Баграта, столичная колоннада и, конечно, Сухумская крепость. Налач Хинджери, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.